Сейчас сегодня у нас под капотом все закрыто пластиком. Пластик. CHR. Сзади балка. А, какая балка? Независимая многорычажка. Прикольно, прикольно. В общем, CHR. Тут удобно сделано. Вот это инвертор. Вот она. Помпочка стоит инвертора. Два краника. Все тут рядом. Так, здесь в инверторе слилось. Чуть-чуть потом продую. Так. Фильтрик такой маленький сделали. Двигатель от 50-го Приуса уже стоит. Маленький инвертор. EGR. Клапан. Как к нему подлезть, это вообще ужас, по-моему. Инвертор снимать, что ли? Так, сливается теперь основной контур, заливается через бачок. Через расширительный бачок заливается. Все минус 20. В общем, ошибка показала. Замерз инвертор. Ну, это, в принципе, распространенный. Инвертор замерзает и может выйти из строя помпа. Помпа из строя выходит, перегревается инвертор и попадаешь на бабки. Поэтому антифриз надо менять. По-любому, как только купили, сразу надо поменять. Так, правило хорошего тона. Все на место клепочки, даже если нет недостающих, сделать. Все слил, продул. Сейчас буду заливать. CHR. Да, которая 1,2 литра. Шипы, да, стоят? Да. Вот такое же гибридное чудо стоит. Ага. CHR. Очень интересный автомобиль на самом деле. Но это гибридная версия, она имеет только передний привод. Есть еще 4 ВД, там 1,2 двигатель такой маленький, турбовенький, прикольненький. Вот. Но шипы, конечно, это я уже вряд ли я шипы одену на самом деле. Ну, такая сбитая машина, да? Сбитая такая прям, свеженькая. А, Наташа сзади. Сейчас проверим, как она едет. Но на 1,2 я поехал, она мне не совсем понравилась на самом деле. Она такая, как бы, вроде говорят, топает, но затуп есть. Вот здесь в этом участке нету камер, поэтому я всегда здесь хулиганю. Так. Движ Париж не дадут нам газануть. Ну что, проверим, как CHR едет. Чуть отпустим. Заодно мне надо, чтобы термостат открылся. Ну ё-моё, ну ё-моё. Главное, чтобы на рабочую температуру вышло. Ну, туго идет. Да? Тяжело ей, по-моему. Туго шла. 120 есть. Все хорошо. Но шипы, ребята, блин. Чё, шипы это не мое. Такое ощущение, как будто подшипники гудят. Да? Да, не шипован. Да, когда... Вообще нормально, тихо едет. Да, шипов, что-то какой-то гул такой, как шипов. Как будто эти. Да. Я кому-то помню, первый раз, когда эти шипы такой, говорю, а что у тебя подшипники гудят? Он говорит, нет. Витков, что это за звук такой? Шипы же, говорит, ё-моё. Вот, но зато он гребет. Ну, вот Power нажал. И нету такого, вот как у меня на Воксике, он давно бы уже сотку бы, наверное, взял. Да, сотку взял бы.
Наша задача главная нагреть двигатель, потому что просто прогревом не получается стоять вот так вот, двигатель прогреть, чтобы долить сейчас уровень, чтобы не было. Потому что вот у меня я тоже антифриз менял, и у меня было такое, то что пришлось долить. Сейчас мы как бы воссоздали это, чтобы маленечко долить, но что-то затянуло, все нафиг. Что это дела, блин. Ладно. Так, расскажу девушке, как пользоваться климатом. В общем, когда вы просто стоите, да, вот под Наташей, смотрите, под Наташей, когда стоите, чуть-чуть покажу. Включаем где-то вот второе деление. И у вас тут авто же, да, должно быть, по идее, или как? Ну-ка, 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 ну-ка. А вот автоматически, видите, сразу две. Сразу две. Когда вы одну трогаете, вот эту, включается двойной климат, ну, раздельный. В общем, я всегда, когда стою долго, я вот так вот где-то ставлю 23. 23 и внутренний воздух, да. Вот, я всегда так делаю, потому что комнатная температура. Нет, когда просто стоите без Наташи. Под Наташей, чтобы прогреваться нормально было, вот такое положение в салон. И где-то 25. Вот, 25 вот так в половине. Все. Это вот под Наташей, когда вы стоите, она у вас заведется, 25 градусов, салон набьет, и все там. Так же, да? Это всегда будет, пока вы сами механически не выключите. Ну все понятно. Да, она всегда будет, по-моему, оставаться вот так. Но с ней ездить нельзя, потому что затянет все стекла. Вот. Ну все, в принципе. Ну тут такие кнопочки прям климата. Ну все. Вроде как бы пошла жара. Температура держится, даже меньше. Ну это хорошо, что у меня датчика нет температуры. Нет? Вот это они классно сделали, молодцы. А, тут еще дублируется у вас климат, да? На руле. На руле климат. Нет. Он 26. Минус 26 это как снаружи или как? Минус 26 снаружи было, потому что лицо не открыто же было. А, нет, сейчас не минус же. Сейчас уже тут плюс. Но пошла. Я чувствую жара. Жарко, Жара пошла. Главное утеплиться. Хорошо. Все, буду вас провожать. Сажитесь. Или что, едете? Ага. Сами сможете, да, прямо руль никуда не крутить. Интересный автомобиль CHR. Свежий двигатель. Номер четкий 774. Ага. Так, теперь мне надо вон ту малышку загнать. Ну, классная тачка, конечно. Свежак есть свежак, ребята. А сейчас кто-то мне поставил вот это корыто. Ну, тут тоже жара, ребят. Тут тоже жара. Пасик. Android магнитола. Переключатель на руле. Единственное, то, что кто-то камеру не подсоединил. Ну, ладно, что теперь? Не знаю, каким она бакаром здесь оказалась. В общем, ставим на место автомобиль. Здесь трясется этот трехгоршковый цилиндровый. Не знаю, я пришел, не знаю, чей это автомобиль на самом деле. Но все. А, фары не выключен. Защита от дурака. Ну-ка. Интересно. Фару включаешь, вентилятор включается. Ё-моё, это что за техника такая? На грани фантастики. Прикольно. Ха. Смотрите. Кошара, блин. Выпустите, говорит. Выпустите меня. Ха, выпустите. Ты там замерзнешь, на улице минус 30 выпусти. Ну-ка еще раз. Первый раз такое вижу, ребят. А, я понял, что это пищит. Это лампочки LED. Дурацкие эти LED лампы. Да, вот, видите? Ребята, я думаю, че гудит, блин?
LED-лампочка гудит. Там внутри у них вентиляторы встроены. Ну, не знаю, такое себе, конечно. Такое себе. Ладно. Ну, прикольно. Так, летишка такой с выносом, чё кого. Просто крест. Вот. Ладно. Всем пока. Вот такое коротенькое видео, ребят. Буду собираться от дома до хаты. Однажды я ясно понял, почему нам иногда так хочется погрузиться в мир игр 90-х. Одна женщина однажды сказала мне: «Не люблю, когда мужчины играют в игры». Но, к сожалению, она не ведала, что говорила. Точнее, она даже не хотела разбираться в причинах этого. А я разобрался. Я расскажу вам, почему, когда вы смотрите на игры 90-х, будь это Денди или Сега или Первая Плойка, почему вы не можете пройти мимо. Дело совсем не в играх, не в графике или сюжете. Это работает как машина времени. Когда я смотрю на Денди, я мгновенно переношусь в свои 6 лет. Я помню, как я выскочил из подъезда, когда мама сказала: «Иди встречай отца». Он тогда еще был жив. Я побежал ему навстречу и упал, разорвал коленки в кровь, но встал и побежал дальше, потому что я знал, что он наконец-то привез мне эту долгожданную приставку. Я обнял коробку, отец обнял меня, потом мы все вместе разбирали эти игры всей семьей. Я переношусь в то время, когда я был в беззаботном детстве, когда еще не болела спина и не было кредитов, когда я еще не знал вообще, кем хочу стать. Впереди было еще 11 классов школы, потом институт. Короче, вся жизнь впереди. Не было проблем взрослой жизни. Когда все близкие были живы, включая бабушек и дедушек. Когда ты играешь в подобную игру, пусть все знают, что ты не валяешь дурака, просто тебе становится чуть легче во взрослой жизни. Чуть легче. Хотя бы на 30 минут. И это не бегство от реальности. Это твоя ностальгия.